Ну вот буквально за 5 минут до нашей конференции штаб мне сказал, что одного из наших распространителей, девушка, она пошла распространять листовки, пикетчик, одиночный. Напал на нее мужчина, отобрал листовки, запугал. Сейчас будем разбираться, что это за мужчина. Вот это элементы такой борьбы. И их много очень. Это событие последнего часа. Это 5 минут, да, последнего часа. И если все фиксировать, ну, штаб, может быть, и расскажет, но, коллеги, расскажите. Вопрос как раз стоит сегодня. Массовое нарушение закона. Вот мы, к сожалению, об этом как раз и не услышали. Услышали много чего о том, какая партия Родина хорошая. Я не спорю насчет этого. Но вот хотелось бы, конечно, вернуться Ну, в тут теме на самом деле заявки. коллеги рассказывали вам про это, может быть, вы просто не услышали. Массовые нарушения закона начинались с того, что большинство наших кандидатов было по тем или иным причинам снято с выборов. И вам даже приводили здесь цифры. Причины были самые простые. Не там стоит запятая. Буква «ы» в слове Сыктывкар, да, неправильно читается. Как будто в нашей стране есть еще один город Сыктывкар, где можно прочитать букву «ы» как «и» или как «а». Вот по таким вот фактам снимали нас с выбором. Какие меры приняли? Ну какие мы можем меры принять? Скажите, у власти сидят все эти люди, против кого мы пытаемся бороться. Какие мы меры можем принять? Нам нужна власть. Понимаете? Мы же вам сказали о том, что в последние десятилетия мы наблюдаем, знаете, политику местоимений, даже не глаголов, местоимений. А мы говорим о том, что на смену этой политики должна прийти политика воли, народной воли, понимаете? А по поводу снятия, вот, пожалуйста, это первый, самый такой, ну, удивительный, например, для меня был момент, когда у нас заслуженных людей поснимали. Ну, в самый последний момент, за то, что там где-то там не там стоит запятая, да, или там неправильно читается буква в паспорте. Как будто можно по-другому, на ходу, вот подписной лист, вот вас на улице остановят, подписать там, как будто он пишет, знаете, за столом, в хорошей обстановке, а не на руках и не стоит. Каллиграфическим почерком. Вот, пожалуйста, нарушение. Второе нарушение, когда, например, кандидаты там от ЛДПР или там от коммунистов готовят свои агитационно-пропагандистские материалы заранее, не открыв еще избирательные счета. Это не нарушение, мы об этом, кстати, говорили в средствах массовой информации, я вот озвучил эту тему. Вы просто это не услышали, жаль. Нежелание размещать ролики избирательные с моим участием, при этом взяв деньги. А это жесткое нарушение закона. За это вообще-то по избирательному законодательству снимается партия с выборов. Мы обратились куда следует. Да. Мы обратились. Но вы же знаете механику этих всех процедур. Да. То есть суд, допустим, так? Если он состоится не за 2, не за 3 дня, понимаете, после обращения. Ну а степень общественного внимания и степень политического вреда, который нам причинят, значит, вот этим поздним разбирательством, она, конечно же, выше, понимаете, чем то удовлетворение от санкций, которые, допустим, будут, так сказать, вменены кому-нибудь по решению суда. То есть это же механика известна. Вот последняя неделя, так? Мы вырываемся вперед, мы делаем успехи, нам гадят. Так, разумеется, мы реагируем, в том числе обращением в суд. Суд через месяц после выборов кого-то уже интересует. То есть эта механика отработана. Возможно, они штрафы заплатят, там извинения принесут. Но зачем мне извинения того же Брагина? Что такое подкуп? Ну, например, Миронов приехал, дарил свою книгу и какие-то брошюрки. Это подкуп. Книги нельзя дарить во время. Учебники, дневники школьникам дарили наша Единая Россия. Это нельзя, это подкуп. Конечно. Конечно. Больше того, например, почти все парламентские партии, не исключая Единую Россию, проводят какие-то политические акции. Например, дарят учебники в школы и так дальше, говоря об этом, что это вот от такой-то и такой-то партии. Знаете, в свое время неуважаемая мной Маргарет Тэтчер, как правитель, уважаемая мной как женщина, сказала, что в государстве не бывает государственных денег, все деньги народные. Вопрос. Почему в период избирательной кампании та или иная политическая партия проводит то или иное политическое мероприятие, раздаривая учебники, линейки, стиральные резинки, все что угодно, и говоря это от лица своей партии, и не говоря, что они что, скинулись сами на эти учебники? Нет. Где взяли деньги? Это что, не нарушение закона? Это прямое нарушение закона. Обращались, смею вас уверить, и не в одну инстанцию. Получили ли вы
ответ. Ответ, который мы получили, вы увидите 13 числа, когда придете на выборы. Вот приходите на выборы, и мы сами вместе с вами увидим, какой ответ получим. Их много таких вот небольших, которые по закону считаются нарушением, но за которые снять не снимают. Есть несколько пунктов, которые очень важны, за которые можно снять. И могли снять одну партию, но, во-первых, мы не считаем ее особым конкурентом, а во-вторых, То есть о ней не стоит говорить? ну не хочу лишнюю рекламу. Сейчас говорили о том, что из запятой сняли человека Ну, Ни одного. человека, Ни я одного. говорю целую партию. партию, да. Почему не сняли? Во-первых, потому что они не конкуренты. Вторая причина, их руководитель обратился к нашему руководителю в Москве, и когда мы посовещались здесь, решили, не будем. Мы отозвали свой иск из суда. И в суды мы подаем. Мы этим занимаемся, и, в принципе, мы предупреждали, что будем отслеживать. Нам бы хотелось, чтобы хотя бы со временем, от выборов к выборам, законодательство выборное соблюдалось, и чтобы меньше было нарушений.